Да, и Абдай, в силу того, что он жил в бедной семье, он должен был начинать рано работать, на него возлагали надежды родители. Он эти надежды постарался оправдать, поэтому очень старательно трудился, в том числе на писательской ниве. Автор 28 романов, очень плодовитый автор. Большое количество рассказов, стихи писал и лауреат всех возможных премий, которые может получить американский писатель. За исключением Нобелевской премии по литературе, все остальные премии, которые американские авторы получают. По своим религиозным убеждениям он был кальвинистом. Причем таким очень убежденным, очень, как сказать, фундаменталистским. Я расскажу об этом учении пару слов, потому что оно объясняет отношение Абдая к человеку, к феномену человека и, соответственно, объясняет темы, которые выбирает и как он, какие темы выбирает и с какими проблемами сталкиваются люди в его произведениях и как эти проблемы решаются. Основное отличие кальвинизма от христианства – католической версии и православной версии. В данном случае католичество и православие находятся по одну сторону. Заключается в том, что у христианства ортодоксального понятия есть свобода воли. Согласно этой концепции, мы с вами в течение наделены Богом, так как созданы по образу и подобию Бога, свободой воли. Мы самостоятельно выбираем добро или зло, и в зависимости от того, что мы выбираем, мы после смерти получаем награду или наказание. Это традиционная христианская позиция. Согласно же протестантам, и Жан Кальвин был самым радикальным и самым концептуальным вариантом этого учения протестантского. Никакой свободы воли у человека нет, потому что Бог не дурак, он все заранее знает, и он заранее знает, кто совершит плохой поступок, кто хороший. Он заранее знает, кто проклят, а кто спасется. Доктрина предопределена. В 20 веке Эйнштейн выразил это в формуле: Бог не играет в кости, а если играет в кости, то они у него налиты свинцовые. То есть Бог заранее знает, что упадет на эти кости. При этом, с точки зрения протестантов, мы с вами не можем напрямую узнать, о какой категории мы относимся. Вот. Бог нам явно свои знаки не дает. До этих знаков нужно додуматься. И там была такая особенность. На улице, в магазине или в библиотеке вы можете встретиться с дьяволом. Дьявол может принимать форму личности. И вы с ним можете коммуницировать, общаться. Ну, что часто встречается в американских фильмах. А вот Бог никогда вам в виде личности не явится. А волю Бога, его промысел нужно вычитывать из окружающего мира. Соответственно, в этой концепции мира получается, что наш весь мир – это такая большая картина, набор символов, с помощью которых Бог нам пытается что-то сообщить. Ну, например, вы шли по улице, поскользнулись, упали, сломали ногти. Что это значит? Это что-то должно обозначать. Что-то не надо идти. Вот. Любое событие, которое произошло в вашей жизни, оно случилось не просто так. Кирпич на голову просто так никуда не свалится. Это знак чего-то еще. Знак чего-то еще. Поэтому Абдай у нас пишет книги о чем? О повседневной жизни. Он выбирает обычных людей, которые погружены в материальный мир, в материальную действительность, и он очень подробно ее описывает, но описывает он для того, чтобы скрыть вот этот второй смысл, который стоит за этими двумя вещами.
попытка угадать, вычитать волю Бога за материальными, за вещами, которые нас окружают. Поэтому, забегая вперед, скажу, что вещи в мире Адайка, они человеку врожденны, и они очень часто подводят его. Ну, например, машина не вовремя ломается. Значит, что-то пытаются разрезать и не получается. Это тоже не случайно, потому что с точки зрения Адайка он попытался определить. Да, значит, смотрите. Теперь, как мы определяем, кто у нас избран, а кто проклят? И вот тут возникает тот парадокс, на котором строятся сюжетные конфликты произведения Адайка. С одной стороны, протестанты четко определили. Если у тебя много денег, ты избран. Бог тебя любит. Иначе откуда бы у тебя были эти деньги? Если ты удачлив, если ты успешен, значит ты выполняешь то, чего хочет Бог, и поэтому Он награждает тебя за этот успех. С одной стороны. А с другой стороны, возвращаюсь чуть назад. Волю Бога напрямую вычислить нельзя. Нам нужно додумываться, что стоит за тем или иным знаком. И тут возникает вопрос, но ведь мы определяем, что такое успех или неудача с точки зрения нашей, человеческой. А возвращаемся к исходному тезису, человеку не дано полностью угадать промысел Бога. Поэтому, если вы сломали руку, это еще не значит, что с вами произошло что-то плохое. Это вполне может быть знаком того, что вы избраны. То, что вы родились в бедной семье, это еще не означает, что вы прокляты. Возможно, это испытание, и вы, преодолев эту бедность, выполните волю Бога. Успех или неуспех, что считать успехом, это и главная проблема, вокруг которой строится большинство произведений Адайка. Например, кто-нибудь читал роман «Кентавр»? Нет. Кроме вас никого. В общем, в этом романе рассказывается о школьном учителе. И если мы читаем этот роман, то мы можем сделать два прямо противоположных вывода по поводу того, какого качества преподавателя, учителя он является. С одной стороны, Колдуэлл, старший Джордж, абсолютно никудышный учитель. Он не умеет то, что называется у школьных учителей держать дисциплину. У него нет в классе порядка, его дети не слушают, домашние задания не делают, в общем, дисциплина ужасная. И в этом же романе, там несколько слоев, я его более подробно потом разберу, и в этом же романе указано, что он гениальный учитель. То, что дети его не слушают, они на самом деле слушают, но слушают не так, как ему хотелось бы, чтобы им слушали. Ему кажется, что дети его не любят, школьники, а на самом деле они его любят, но они любят его по-другому, не так, как ему хотелось бы, как ему кажется, они должны быть. И там буквально идет в романе разбор урока, на котором присутствует директор. И идет анализ этого урока с точки зрения директора, что это слабый учитель, и урок абсолютно провальный. И буквально через 2 страницы гениальный учитель, прекрасная подача материала. Когда мы определяем, кто удачлив, кто неудачник, кто удачлив, кто неудачник, успех, провал, мы исходим из наших человеческих измерений. И поэтому мы не можем определить, что это успех или провал. Ну, опять-таки, можете вспомнить огромное количество американских фильмов, в которых люди выигрывают миллион в лотерею. И после этого с ними происходит все самое ужасное, что может произойти. Почему? А это связано с тем, о чем я выше говорил.
Это вам кажется, что вам повезло. На самом деле это еще неизвестно, повезло вам или нет. Возможно, это не подарок, а испытание, которое вы не выдержите, потому что вы решили, что это не испытание, а подарок. Так вот, поэтому Джон Апдайт дополняет кальвинистские доктрины, о которых я только что сказал, о том, что у нас Бог все заранее знает, человеческая воля – ничто, дополнив эту доктрину идеями экзистенциализма, это датский философ Кierkegaard, современники Апдайта Камю и Сартр, Апдайт перешел на позиции, выступал с позиции антигуманизма. Это не значит, что он был нацистом, фашистом, что он ненавидел людей, совсем наоборот. Андрей Цицитуров, когда анализировал творчество Апдайта, он говорит, вы не переживайте, гуманисты бывают гораздо более жестокими и кровожадными, чем антигуманисты. Это не, как бы, ни о чем не говорит. Итак, что такое гуманизм? Гуманизм исходит из того, что человек – это центр мира. Вот все создано для человека, и человек – центр мироздания. Начиная с эпохи Ренессанса, вот такая эгоистическая позиция. И когда мы исходим из того, что человек – центр мироздания, мы не можем найти ответа вот на этот вопрос. В чем смысл? Почему? Потому что когда человек объявляет себя высшей ценностью, он себя от всего остального мира изолирует. И его жизнь теряет смысл. Теряет смысл в том понятии, что она теряет связь с окружающей реальностью. Что говорит Апдайт? Да, и поэтому Апдайт говорит, что тогда человек попадает в гордыню, а гордыня как раз способ изоляции. Ведет к изоляции между людьми. В качестве метафоры в самом начале романа «Кентавр» учитель Колдуэлл дает краткое описание, книжка есть такая, да, краткая история человечества. Вот у него краткая история Земли. И он говорит, какое здесь число написано? 5 чего? Миллиардов. 5 миллиардов. Он пишет на доске это число 5 миллиардов. 5 миллиардов лет возникновения Вселенной. И говорит, а люди сколько живут, отдельный человек? Ну, примерно 90 лет. И он говорит, вот вы сравните эти два числа. Из чего это, вот этот человек, да, который от силы живет 90 лет, решил, что он центр Вселенной. Вообще, перед тем, как он появился, Вселенная существовала 5 миллиардов лет. И что такого изменилось в этой Вселенной, когда появился этот человек? Это что? Поэтому, грубо говоря, Апдайт указывает, что человек должен знать свое место. И поэтому он противопоставляет гордыню смирению. И вот когда человек переходит опять-таки вспоминаем мастера Маргариту, да? Чтобы управлять чем-то, нужно иметь приличный план на более или менее приличный срок, ну хотя бы как минимум на 1000 лет. И дальше указано, что у человека слишком короткая жизнь, чтобы он управлял себя. Вот. Ну, потому что Булгаков идея социализма тоже в своем романе сказал. Камю Сартр. Так вот, вторая позиция смирения. Когда человек знает свое место в этом мире, а что значит знать свое место в этом мире? Ты являешься не самодостаточной ценностью в этом мире, с появлением которой мир появился, с исчезновением которого мир исчез. Ты лишь одно из звеньев бытия, в цепочке бытия, которое существует в этом мире, в этом вселенной. И вот когда ты осознаешь себя не как центр и не как замкнутая система, а как часть чего-то большего, часть целого, вот тогда ты и обретаешь мир.
Это определило, как Дайк пишет свои книжки. Когда вы будете читать его романы, то вы обнаружите, что читать скучновато. Особенно романы про кролика. Особенно про первую часть. Потому что слишком много описаний предметов, сюжет такой вялый, события не стремительно развиваются. Это объясняется тем, что Апдайк, кентавры в этом отношении немного отличаются. Но это объясняется тем, что, опять-таки, что Апдайк выступал с позиции антигуманизма. Как эта концепция, этот подход проявляется в творчестве? Что такое творчество? Выражение себя. Не просто выражение себя, а чем у нас отличается творческая деятельность от нетворческой? А? Почему я одна? Отвечаю. Вот ваше понимание, что такое творчество, чем от нетворчества отличается? Есть продолжение, созидание. Создание чего-то, чего не было. Совершенно верно, чего-то нового, да? И вот возникает вопрос, а откуда это новое берется, если его раньше не было? Соответственно, традиционный ответ, да, откуда берутся стихи, которые пишет поэт? Не очень хороший поэт или начинающий поэт, он как ответит? Он ответит вот так. Это я сам написал. Да? То есть первый вариант ответа на вопрос, что такое источник творчества, это собственное сознание. Вот я такой замечательный, поэтому я напишу гениальный источник. Это та самая гордыня, о которой я считаю, что... А что говорит Апдайк? Апдайк говорит, и опытные поэты с этим согласятся, я некоторых спрашиваю. На самом деле, настоящий писатель или поэт пишет не так, как ему хочется, а как пишет сам. Да? Да, то есть поэт заранее не знает, что он напишет. И писатель может работать над текстом, он может писаться или не писаться. Вот это то, что называется вдохновение. Да? Если у поэта есть вдохновение, у творческого человека есть вдохновение, то он создает произведение. И Апдайк, используя исходя из своей религиозной доктрины, говорит, так это не человек пишет, это Бог с помощью человека создает это стихотворение. Это некий план есть Творца с большой буквы, который использует Творца с маленькой буквы, чтобы этот план реализовать. Да, человек может впасть в гордыню и сделать так, чтобы Анна Каренина не бросалась под поезд. Отчего очень переживал Лев Толстой. Нет, про Анну Каренину не особо переживал, но вот он переживал, что Андрей Болконского. А что, чего проще, да? Напиши, что Андрей Болконский вышел, все хорошо. Или Шолохову, да, сделай ты Григорий Мелехов большевиком. Будешь большевиком станет, и все в порядке, и книжка хорошая. Нет, говорит Апдайк, замысел творения – это замысел Творца. Художник, писатель, он только исполнитель. И если он поддастся иной логике, он испортит это произведение. Да, оно перестанет быть произведением искусства, оно перестанет быть творчеством. Поэтому, говорит Апдайк, задача состоит не в том, чтобы пробудить воображение, а в том, чтобы поймать вот эту волну, вот этот замысел Творца и реализовать его в художественном произведении. Поэтому вы сходу, когда читаете большинство произведений Апдайка, вы очень трудно в него входите. Надо какой-то вот этот ритм поймать, и тогда наоборот, вы захлеб начинаете читать. Кентавр, например, он написан именно так. Там есть переход с одного плана в второй план, потом возвращение к первому плану, и он вот так захватывает, затягивает. У меня такой вопрос, Да. может, я не это делал, я не знаю. Да. А почему тогда
произведения вот они настолько разные. Одни посредственные, другие интересные. Прям, не знаю. Ну, я бы сказал, что это разные технологии. Ну, если... Но это, знаете, как блюда есть, да, есть соленые, есть сладкие. Нет, ну это же замысел Бога по... Да, и поэтому есть те, которые должны быть увлекательными, есть те, которые должны быть то есть скучноватыми. мне всего должно быть поровну. Совершенно верно. Ну, это форма, да. Ну, это как, есть комедия, где нужно смеяться, да, есть трагедия, где нужно плакать. Цитата из самого Блэка. Кто я такой как писатель? Я грифель карандаша, то есть я это то, кем водит кто-то. Я это увеличительное стекло, которое преломляет какие-то лучи солнца. Я какая-то мембрана, нечто, что улавливает всеобщий звук. И отсюда вот это обозначение, безличная литература. При создании художественного произведения личность только мешает. Она должна быть прозрачной, потому что сквозь нее говорит замысел Творца. И теперь я кратко расскажу об основных произведениях Апдайка. Самой удачной книгой Апдайка считается повесть «Кентавр». Она вышла в 1963 году. Главный герой в этом романе – школьный учитель Джордж Колдуэлл. И Апдайк вообще любит книжки писать про учителей. В чем особенность книг Апдайка про учителей? У Апдайка учителя – это нормальные люди, а не как в русской, особенно классической литературе. Да? Вот. Ну, значит, если мы возьмем русских учителей, да, то там обязательно какие-то тупые, ограниченные, агрессивные, да, враждебные всему живому и настоящему существу. Я как-то несколько лет назад посмотрел на канале «Карусель» сериал «Классная школа» и обнаружил, что традиция жива, и изображать учителей придурками это до сих пор используется. Так вот, в Апдайке у нас часто присутствуют учителя и ученики его произведения. Ну, почему я сказал, что нормальные люди? Потому что, исходя из того, что я говорил в предыдущей части, учитель – это тот человек, который помогает ученику постигнуть тот самый замысел Творца. Это некий вариант Бога Отца, христианской версии. Поэтому учитель – это тот, кто помогает преодолеть свою личность и постигнуть тот самый замысел Творца. Отсюда у Джорджа Колдуэлла, это старший Колдуэлл, не простые отношения с Питером Колдуэллом, потому что там отношения учитель-ученик, отец-сын, как бы блудный сын, да? Когда человек хочет быть самостоятельным, первая жертва его самостоятельности – это родитель. Поэтому он не понимает, как ему относиться к своему родному отцу, то ли он неудачник, то ли наоборот хороший человек. Почему трудно определить, я выше рассказал. Вот у него есть сочетание уважения и презрения. Роман называется «Кентавр». Здесь на обложке вы видите кентавр такой, половина лошадь, половина человек. В романе есть два плана содержания. Первый план – это работа школьных учителей в городе Оллинджер, провинциальный городок в Америке. Второй план. Все персонажи и место действия в этом романе имеют параллели с античной мифологией. Например, Джордж Колдуэлл – это кентавр Хирон, который учил Прометея. И вообще у всех персонажей есть параллели в древнегреческой мифологии. Там есть Гефест, там есть Зевс, это директор школы. А у директора есть любовница,
и жена, ну и так далее. В общем, там все параллели. Так вот, и получается, и постоянно идет переход от мифологического плана к реалистическому и обратно. Я прокомментирую первый эпизод, с которого начинается роман. Как я уже сказал, учитель он никудышный, дисциплины во время урока никакой, и озорные ученики учителю втыкают, бросают в дротик. Вот с описания этого события и начинается роман. Значит, кстати, у Адайка боль играет значительную роль в его произведениях. Почему? Потому что боль – это способ вот этого самого смирения. Потому что, ну вы знаете, да, если у вас зуб болит, то вы понимаете, что все остальные вещи отходят на второй план. По сравнению с той болью, которую вы ощущаете. Как говорил сам Адайк, пока у вас нет артрита, вы не знаете, что у вас есть пальцы. Вы об этом не задумываетесь. Пока у вас не испортилось зрение, и вам не нужны очки, вы не замечаете, что у вас есть глаза. А боль у Адайка выполняет роль вот этого самого внушения смирения и кротости, потому что человек, испытывая боль, понимает хрупкость своего существования в этом мире и понимает зависимость от телесности своего пребывания в этом мире. И это снижает его боль. Он понимает, что, ну опять-таки, классика, да, Булгакова, саркома легкого и какие-то все планы управления Вселенной куда-то улетучиваются. Да. Чтобы человеку указать на его место, у него должно что-то заболеть. Итак, значит, ему втыкают дротик в лодыжку. Почему это происходит, почему в классе нет дисциплины, почему учителя никто не уважает, почему дети его не слушают? Потому что мы с вами видим эту сцену в первом варианте ее прочтения с точки зрения мира вещей, с точки зрения реалистического ракурса. Смотрим на сцену. А как у нас устроен мир вещей? Мир вещей устроен так, что мы с вами не понимаем смысла, стоящего за этими вещами. То есть мы с вами живем в мире абсурда. С точки зрения Адайк исходит из того, что реальный мир, он абсурден. В каком плане он абсурден? Вы идете по темной комнате и пальцем натыкаетесь на острый угол шкафа. После этого очень больно, да. Почему? Потому что ваше представление о пространстве одни, а вещам на ваше представление наплевать. То есть вещи живут по своим законам. А у человека есть иллюзия, что он вещами управляет. И поэтому там машины ломаются не вовремя, их трудно ремонтировать, лампочки перегорают не вовремя, ручки перестают писать. Да? Почему? Потому что мир вещей, он человеческому сознанию, его желаниям не подчиняется. Это выражается как раз в том, что человек в этом хаосе. И вот этот беспорядок, который в классе царит, это говорит о том, что у Колдуэлла свои представления о порядке, а у учеников в классе свои представления о порядке. Они живут параллельно, не совпадают, и поэтому у человека ощущение, что он живет, попадает в мир абсурда. Теперь, но не все так плохо. Потому что у Адайка очень плавный переход происходит. Читая эту сцену дальше, мы обнаруживаем, что это на самом деле не учитель Колдуэлл, а кентавр, которого ранили дротиком. И он идет сейчас к Гефесту, чтобы эту дротик вытащить. И таким образом у нас возникает второй план, происходящий событий, мифологический, где нам представлены мифологические персонажи, мифологический сюжет. А с чем связана кровь?
и разного рода членовредительства мифологических сюжетов. Это ритуал жертвоприношения. Ну, а боги-то у нас ведь непростые существа, да? Им абы кого в жертву не приносят. Если девушку, то самую красивую, если юношу, самого сильного, здорового. Лабиринт, Минотавр, помните, кем питался? Потому что, не дай бог, не понравится, разозлятся Богу, и будет гораздо все хуже. Вот. Кто-нибудь знает, кто такая Снегурочка на самом деле была? Нет? Девушка, которую в жертву принесли, Совершенно верно. ее оставляли замерзать Да. на дереве, и поэтому она сидела, ну, соответственно, Да, от этого да. синий цвет. Потому На самом деле история жестокая. жестокая. Но все языческие ритуалы такие. Потому что зима очень суровое время, и нужно силы, которые управляют зимой, их как-нибудь проласкать. Нам дороже это тоже сделать. Вот. И поэтому дарили, да, самое дорогое, что есть. Ну, вспоминайте сказку Морозко, да? Вот это такой смягченный вариант тех самых человеческих жертвоприношений. Так вот, жертву приносят самое ценное, и тогда получается, что эти дети, они не непоседы школьники, а они участники этого карнавала, этого ритуала, обряда. А то, что они причинили боль, пролили кровь, это на самом деле часть этого ритуала. И тогда наоборот, из неудачника и плохого учителя он превращается в то самое ценное, что есть в этом обществе. А их поведение по отношению к нему заключается как раз в том, что он для них значим, и вот они таким образом свое внимание к нему привлекут. Вот, если у нас учителя есть аудитория, вы можете себя этим утешать. Что когда дети вас не слушаются, то на самом деле они у вас таким образом проявляют свою любовь. И поверх этого, этих двух пластов, двух уровней, то есть которые прямо проговариваются в романе, есть еще третья точка зрения, которая как бы на уровне всего произведения. Кто у нас был принесен в жертву? Спаситель Христос. И поэтому то, что Джордж Холдел претерпевает от своих учеников, да, это на самом деле принесение себя в жертву, самопожертвование и полное смирение для того, чтобы спасти все человечество. И поэтому я говорил чуть раньше. Директор школы пишет 2 отчета о проведенном уроке. Один разгромный, а другой, наоборот, комплиментарный. Почему? Потому что один написан с точки зрения первого различия, а второй написан с точки зрения тех душевных качеств, которые проявил педагог, когда вел урок. Ну и с этим связано как раз то, что у нас... Александр Иванович, Да. какой предмет преподавал? Он вообще читает урок биологии, ведет урок биологии, но он, по-моему, преподает вообще все. Так и подумали, потому что маленький городок. Да, маленький городок, вот, и у него преобладает гуманитарный. По поводу того, что нужно преподавать, еще про последний роман расскажите. И следующий цикл, о котором я скажу пару слов, это роман о кролике. Написал он их 5 произведений, последнее было рассказано. Видите, написаны они в конце предыдущего десятилетия. И по этим романам можно, по этим произведениям, потому что последний рассказанный роман, по этим произведениям можно изучать историю Америки. Вот «Кролик беги» — это Америка 50-е, «Кролик вернулся» — Америка 60-е, «Кролик разбогател» — Америка 80-е, «Успокоилась» — Америка 80-х и «Воспоминания кролика» — это 90-х. Главным героем в этих романах рядовой американец
Гарри Энгстром. В первом романе ему 26 лет. А как вы думаете, чем он занимается в первом романе? Чем он должен заниматься? Добропорядочный отец семейства. Ну, почти. Он продавец изделия, которое называется чудо-терка, оба слова с большой буквы. Обучается слово с большой буквы. И он, в принципе, живет очень благополучной жизнью. И вот эти романы, они рассказы о том, что такое, как устроено потребительское общество. Но при этом он ощущает, что чего-то в жизни не хватает. Чего именно он понять не может, потому что у него интеллектуальный уровень ниже среднего. И поэтому на уровне чувства, эмоций он понимает, что в жизни чего-то не хватает, да? А чего именно он сформулировать не может. Значит, почему у него возникает такое ощущение? Дело в том, что в этом романе потребительское общество изображается так. Мы с вами живем в мире, который перенасыщен вещами. Там так и сказано, он когда чего-то касается, у него ощущение, что это липкая поверхность вещи, там в одной ручке касается, липкая поверхность предмета пытается к себе приклеить. Она опутывает. И в силу того, что на нас этот объем вещей давит, у нас вещи становятся одушевленными, а люди, соответственно, неодушевленными предметами. Ну, например, да, когда мы с вами покупаем стиральную машину, мы же не стиральную машину покупаем. А мы покупаем стиральную машину, какие там есть, Electrolux, Candy и так далее. То есть, обратите внимание, у вещей есть имена собственника. Продавец рекламирует, Гарри Энгстром рекламирует изделие чудо-терка. У изделия есть имя собственника, а у продавца имя собственника. Ну, в лучшем случае на бэджике ему написано, да, но на него никто не обращает внимания. Когда вы приходите в магазин, вы интересуетесь, какой марки телевизор, но вы не интересуетесь продавцом, который вас консультирует, когда вы выбираете телевизор. Вот. То есть мы с вами живем в мире вещей, и вещи начинают заполнять ту нишу, ту сферу, которую должны заполнять люди. Особенно остро это ощущается в семейных отношениях. И поэтому у нас все 5 произведений, они рассказывают о взаимоотношениях мужей, жен, детей и родителей. Какая реакция у Гарри Энгстром? Гарри Энгстром у нас, у него такой не дефект, а особенность черт лица, у него вздернутая верхняя губа, поэтому ему в школе, когда он учился и играл в баскетбольной команде, дали кличку Кролик. И единственное светлое воспоминание, которое у него есть в жизни, это воспоминание о том, как он играл в баскетбол. Вот с этой сцены, по-моему, начинается роман. Ну, наверное, в первой главе, когда он видит мальчишку, играющего в баскетбол, берет в руки мяч, такое чувство облегчения испытывает. Поэтому что делать? А почему? Потому что баскетбольная площадка – это место игры, где есть четкие правила и где все понятно. А мир, который окружает Гарри Энгстрома, ему не понятен. Ему непонятно, потому что его заполняют вещи, но самое главное, вещи друг с другом не связаны. Да, то есть абсурд выражается в том, что нет какой-то сверхидеи, которая бы объединяла окружающие вещи, которые заслоняют весь мир. И что делает кролик? Стереотипное поведение для героя американской литературы. Форест Гамп что делал? Он бежит.
Форест Гамп бежит не первый и не последний, Гарри Энстон тоже бежит не первый и не последний. У нас американцы любят убегать. Первое произведение американской литературы. Рик Ван Винклер. Может быть, читали. В общем, там рассказывается о человеке, который ушел в горы, выпил там волшебный напиток и проспал 20 лет. Как он в эти горы попал? Дело в том, что его терроризировала жена, и он часто любил ходить на охоту. И первая мысль была, когда он проснулся, вот же мне уйти от жены. Вот. И смотрите, значит, получается, что ему супружеская постель для него гораздо менее уютное место, где можно ночевать, чем сырая земля в дремучем лесу. Потому что в дремучем лесу только волки есть, да, а там жена. Вот. А уход куда-то подальше. Вот Гарри Энстон совершает то же самое. Он убегает из тюрьмы. То есть он, ну, классическая история. Вышел вынести мусор и пропал на несколько лет. Да? Это абсолютно классическая история. Вот. То же самое у нас в романе Марка Твена «Приключения Геккельбери Финна». Когда в конце Гекку сообщают, что он абсолютно свободен, все там прегрешения с него сняты, они что делают с Джимом, с которым они наконец-то получили свободу? Они убегают куда-то на запад. Роман «Гнездом кукушки» заканчивается тем, что у нас индеец сломал и опять куда-то бежит. Как видите, типичное поведение для американцев. Почему? Потому что бегство – это некий вариант свободы. Некий вариант свободы. То есть вас опутывает вот эта сеть мелких обязанностей, вещей и так далее, повседневных обязанностей, обыденных. И вы разрываете ее, убегая куда-то дальше. Ну, чем это заканчивается? Гарри Энстон в романе «Кролик Беги» убегает из дома, заводит другую женщину, и там все то же самое. В конце он возвращается назад, и вот он убеждает. Он вернулся, пожил некоторое время с своей женой, и в конце все-таки решил сбежать. И последняя фраза в романе «Кролик Беги». Беги, кролик, беги. Да. Ну, в следующих произведениях он уже такой заслепший, остепеневший. В «Кролик вернулся» рассказывается о том, как 60-е годы для Америки – это у нас борьба за гражданские права, поэтому он пускает в дом какого-то афроамериканца, и, в общем, вот эта расовая тема, межрасовые отношения возникает в этом произведении. Он там уже работает в типографии. Так, кролик разбогател. Да, дочь Гарри Энстрома заводит приятеля афроамериканца, и он пускает его к себе жить, что не нравится соседям, потому что они негры пока еще не очень любят. Кролик разбогател. Здесь Энстром уже не просто работает, а он руководит своей компанией. И тут у него сложные отношения с его сыном Нельсоном. И в последней части кролик успокоился, он умирает так красиво. Сейчас скажу. Пенсионер уезжает на берег моря, и во время катания на лодке у него случается инфаркт, и он умирает. Заходит. А в последней части рассказывается уже о его детях и как они вспоминают об этом, о своем отце.
Поэтому Гарри Экслер зафиксировал основные этапы в истории Америки. Еще цикл «Истринские ведьмы», «Истринские вдовы». Эта книга была экранизирована. Здесь тоже у нас есть два плана. Маленький американский городок, где живут три женщины, которые, естественно, ведьмы. Значит, Александр Сефич. К ним в город попадает Даррел Локхорн. Даррел Локхорн — это дьявол, прекрасный молодой человек, очаровательный. В него, конечно, эти трое влюбляются, но у них появляется соперница, и они с этой соперницей разбираются. Ну, как именно, если интересно, будет почитать. И, как видите, спустя 24 года он написал продолжение. Они уже состарились. И Апдайк рассказывает именно о пожилых людях, да, и как они переосмысливают, вспоминают свою прошлую жизнь. Кстати, часто случающаяся тема в современной американской литературе. Так как Америка постепенно становится на стариков, вот, поэтому там часто персонажами становятся люди, у которых вся жизнь уже прошла. И более подробно я расскажу еще о предпоследнем романе. Предпоследнем романе, последний был «Истринские вдовы», а вот предпоследний роман, 2006 год, называется «Тайность». Относится критикой к романам о событиях 11 сентября. Хотя действие происходит сейчас, то есть в 2006 году был написан роман, уже после этих событий. И, казалось бы, здесь у нас главный герой, 18-летний парень, который, у него смешанное происхождение. Мать у него ирландка, а отец египтянин. Ну как отец? Студент по обмену во время стажировки. Значит, мать забеременела, а потом он вернулся в Египет. Поэтому отца он не любит. Но зовут его Ахмад. И антропологически он араб. И здесь у нас рассказывается о том, какой упадок пережило христианство. Действие происходит в маленьком городке. Сейчас я название случится. Да, Нью-Проспект. Это город в штате Нью-Джерси. Если вы знаете географию Соединенных Штатов, Нью-Джерси — это штат пограничный со штатом Нью-Йорк. Город Нью-Йорк находится на реке Гудзон. По одну сторону реки штат Нью-Йорк, по другую сторону реки Нью-Джерси. Из этого города были видны башни-близнецы, и почти все жители этого города видели, как они падали. Это такой уникальный опыт. Вот. Городок захудалый, потому что это бывший промышленный центр. Промышленный городок, военный центр, промышленный городок, синие воротнички. Blue collar там пишут критики, то есть рабочий класс там живет. Но промышленность приходит в упадок, поэтому город такой депрессивный. За одним исключением быстро растет сегмент иммигрантов-мусульман. Арабский сектор, как называется. И вот, казалось бы, у нас тяжелый поступь ислама, да, который сменит христианство. И вот нам Апдайк вроде бы рассказывает о том, как любят сейчас говорить, пассионарное исламское сообщество сменяет христианство, которое переживает стагнацию, кризис и так далее. Но сейчас я вам приведу цитаты, и вы увидите, что Апдайк определяет, что люди президенты. Так, вот это абзац с первой главы. Эти дьяволы стараются отнять у меня моего Бога. Дальше он рассказывает о том, что девчонки и мальчишки — это его одноклассники, вернее,
те, с кем он учится в одной и той же школе, вот, у них все, да, вся жизнь посвящена вещам. Вот для них счастье — это вещь. Теперь смотрите. Да, Ахмад у нас, естественно, приверженец ислама. Казалось бы, он христиан должен ненавидеть. Ну, по крайней мере, в Израиле. И смотрите, как он рассуждает по учителям. Учителя, говорит он, слабо верующие христиане. То есть плохо не то, что они христиане, а то, что они слабо верующие. Не соблюдающие требования евреи выворачиваются наизнанку, обучая добродетели самовоздержанию, но бегающие глаза и глухие голоса выдают отсутствие веры. То есть проблема не в том, что у них христианская вера, проблема в том, что у них нет веры вообще. Да? У них нет настоящей веры, они не идут по верному пути, они нечисты. Неверные, они считают, что спасение – накопление земных вещей и возлагающих на вселенной телевизора. То есть в чем проблема? Если мы вспомним роман Кентавр. Там я говорил, что есть три уровня: мир вещей, мир древнегреческой мифологии, языческий, и мир христианский, и уровень христианский. Вот главное, от чего страдает Ахмад, что вот этого второго или третьего уровня, метафизического, трансцендентального, в жизни людей нет. Спасение накопления земных вещей, возлагающих в усиление телевизора, а мир бы картинок, будущих о счастье и богатстве. Но даже правдивые картинки являются лишь порочной классификацией Бога, ибо только Оханавид может созидать. Обратите внимание, Бог у нас созидает. Да? То есть проблема в том, что они потребители, которые отказались от добровольно отказались от творчества, от созидания. Отсутствие веры, отсутствие Бога заключается именно в том, что люди перестали творить. Все школы, вне школы они живут беспорядочно, распутно, потворствуя своим желаниям. Им платят правительство штата в Трентоне и сатанинское правительство в Вашингтоне. И теперь обратите внимание, чтобы они прививали Бог добродетель и демократическим ценностям. А они верят в нечестивые ценности: биологию, химию и физику. Чем плохие эти предметы с точки зрения Ахмада? Сугубо материально. Сугубо материальные и, как сейчас бы сказали, цифровые. Да? Цифровые. А цифры, это, вы помните, да, чем цифровая картинка отличается от аналоговой? Это разбитые на отдельные элементы. Вот они фактов знают много, а целостной картину нет. Вот. Ну тут и написано: безжалостные слепые атомы. Да, атомы — это мелкие детали, которые общую картину не образуют. Правдиво, по их мнению, лишь то, что можно измерить, и по этой мерке лучше. Все остальное — эфемерная мечта, которую мы называем собой. То есть, на самом деле, с точки зрения Ахмада, если выражаться терминами уже самого Тека, биология, химия, физика — это просто вариант абсурда. С чем, кстати, согласится любой, физик точно, потому что квантовая механика — это такая дисциплина, которая здравого смысла имеет весьма отдаленное отношение. Там такой абсурд, который не снился сюрреалистам. Теперь телесность. Помните, я говорил, да? Мы с вами знаем, что у нас есть глаза, когда они портятся зрение. Ахмаду 18 лет, начало апреля. Ахмад смотрит вниз с высоты своего нового роста и думает, что для насекомых, невидимых в траве, он казался бы Богом в обладании сознанием. То есть Бог — это что-то неизмеримо больше, чем. И дальше вот это неприязнь к своему телу, которая тоже является частью мира вещей.
Он говорит, за последний год вырос на 3 дюйма, он считал, что уже не вырастет больше ни в этой жизни, ни в следующей. Почему? Невидимые материалистические силы сработали в нем то, что ему хотелось. То есть он-то расти не хотел, но вырос. И поэтому вот эти насекомые могли вполне принять его за друга. Теперь, вот интересное высказывание. Читаем первые строчки. Первые 7 строчек. Что, помимо пылких и божественных вдохновенных слов пророка, доказывает, что есть следующая жизнь? Где она сокрыта? Кто будет продавать жар кипящим котлам на огне? И так далее. Да, он описывает, что происходит. Что такое рай в Коране. И последняя фраза. Как же тогда быть со вторым законом термодинамики? Ну, второй закон термодинамики предполагает, что в системе постоянно есть какой-то извне приток для того, чтобы в энергии в системе поддерживаться определенный поток. И, казалось бы, альтернатива христианства. Альтернатива христианства – это ислам. Ахмад в 11-летнем возрасте решил заняться изучением арабского языка, чтобы читать Коран. Теперь смотрите, где он изучает Коран. Мечеть занимает 2-й этаж над салоном маникюра и конторой оплаты чеков. В ряду лавочек, среди которых ломбард с пыльными окнами, магазин подержанных книг, мастерская по ремонту обуви, производству сандалий, китайская прачечная и так далее. То есть мечеть такая же сфера услуг, как парикмахерская или ремонт обуви. В экранизации романа Фицджеральда «Великий Гэтсби», которая в 1973 году была снята, там машину сбила Миртл Уилсон, в общем, одной из героинь. И приятель вдовца говорит: слушай, надо в церковь вызвать священника, раз она погибла. Говорит: ты в какую церковь ходишь? Тот молчит. Тогда его приятель берет телефон из справочника и ищет церковь, которая поближе. Ну, то есть, как пиццу заказывают, да? Вот так же. Теперь, он там с 11 лет был набран класс из таких же энтузиастов. Ему сейчас 18 лет, из всего класса остался он один. Отношение к учителю у него настороженное. Ахмаду не нравится голос, каким шейх Рашид говорит это. Это напоминает ему неубедительные голоса учителей в центральной школе, и ему слышится интонация сатаны, голос отрицания, голос утверждения. То есть мусульмане такие же. Да? Блюдо то же самое, просто упаковка другая. Потому что люди те же самые. И на самом деле альтернатива протестантизму, да, в исламе не находится. Вера студента превышает веру учителя. Шейх Рашид боится сесть на крылатого белого коня ислама, неудержимо несущегося вперед. Он старается смягчить слова пророка, увязать их с человеческим разумом, но они не должны увязываться, они кинжалом врезаются в мякоть человека. Аллах превыше всего, нет Бога кроме Него. Он не увязывается с нашим разумом, а заставляет наш разум склониться так низко, что лоб касается праха. Это та самая гордыня и смирение, о которой я говорил в самом начале. Поэтому, видите, религия вроде бы другая, книга другая, не Библия, а Коран. А Ахмад ищет в ней то же самое. Пытается найти. Вот. Ну, на этом мы последний. И в этом романе Ахмад, разочаровавшись в своих учителях, как вы думаете, что решает сделать? А? Ну, исходя из названия, совершить теракт. По тональности, по мотивации, которую придает своему герою Абдай,
очень похожа на бойцовский клуб Паланина. Значит, Рахман бросает школу, становится водителем грузовика. И идея в том, чтобы грузовик взорвать в тоннеле. Как вы думаете, почему не получилось? Вещей всегда подводит. Физику. А почему подвели? Ну, потому что те люди, его соратники, с которыми он собирался шить этот теракт, работали на ПАМСРУ. В общем, на федеральном. Они были под ПАМСРУ. Поэтому он потом попытался в одиночку осуществить теракт, но с ним встретился его воспитатель из школы. Обратите внимание, да, у нас все время школа воспитатель учителей. И так же, как Джордж Колдуэлл в «Кентавре», он, поговорив с ним, отговорил его от совершения этого индивидуального теракта, теракта. Используя примерно ту же аргументацию, которая у нас встречается в романе «Кентавр». Значит, твоя задача самостоятельными творческими усилиями найти смысл в окружающей реальности. Ни в Коране, ни в Библии ты это не уничтожишь. Тебе нужно проделать этот путь самостоятельно. Ты растешь без отца, поэтому должен взрослеть самостоятельно. И поэтому в этом мире ты должен искать тоже самостоятельно. Ну вот это то, что я хотел рассказать про Джона Апдайка, про несколько его романов. На самом деле, как я говорил в начале, у него очень разнообразное творчество. Я вот выбрал такие самые известные. Благодарю за внимание. Спасибо.